Он жил обычно вдали от дома, существованием не дорожил. Был где-то буйным, а где-то скромным, по-башлачевски хороший мужик. Его томила дурная тяжесть мирских проблем, повседневных драм. Он часто думал о том, что скажет, хотя не очень доверял словам. А может, было все по-другому. Он был ленив и не слишком смел. Он тосковал по родным и дому, и, приезжая, уезжать не хотел. Но дома был будто на расстоянии и отдавал предпочтение друзьям. Он постоянно был на содержании, а думал, что добивается сам. Но, несмотря на все это, однажды он повстречался со счастьем своим. Хоть это может случиться с каждым, но так случилось именно с ним. И мир неожиданно стал интересней, и мозг наполнился шумом стихий. Ведь она тоже писала песни, и как и он писала стихи. Но счастье длилось совсем недолго, и счастье это нельзя назвать. Она нашлась, как в стогу иголка, и, уколов, потерялась опять. Она о главном сказать боялась при каждой новой из редких встреч, и их обоих это раздражало. Игра, как всегда, не стоила свеч. Морали нет, это просто проза. Она ушла, как уходят все. Ее не грызли ни совесть, ни слезы, и все то, что сродни под все. А он продолжил стрелять сигареты и каждый день уходить на войну. И дымом травленные рассветы сменили так не одну луну. Но па